Роберта Луиза, более известная под именем Бобби Гиб, является первой женщиной, пробежавшей в 1966 году бостонский марафон. Во время бега она думала о том, что чувствует себя римским правителем. Мысли других марафонцев не столь специфичны, и думают спортсмены во время пробега совсем о другом, что и подтвердило одно интересное исследование. К поясу 10 марафонцев был прицеплен небольшой диктофон с микрофоном. Ученые попросили бегунов комментировать все мысли, которые возникали у них во время тренировки. После анализа выяснилось, что 40% мыслей о скорости и расстоянии, 32% о боли и дискомфорте и, наконец, 28% мыслей об окружении, в основном о погоде или природе. А вот о чем думает во время забега мастер спорта международного класса, пятикратная чемпионка России по марафону Сардана Трофимова, заинтересовала нас особенно. И, конечно, любопытно узнать, о чем же думает и что делает в эти минуты мама, когда ее дочь находится в крайнем напряжении и с нее сходит 7 потов. У тебя в голове одна математика. Мы же следим, если мне надо бежать 2:28, мне надо бежать каждый километр по 3:30. Я слежу за временем, слежу за дыханием, слежу за в какой форме я нахожусь. Все эта математика у тебя в голове. Если я 500 метров быстро пробежала, мне надо как-то себя придерживать. Если я начала быстро, мне сейчас надо километр придерживать. Если я в гору, например, мне надо 3:30 же бежать. Если я 3:38 поднялась, мне где-то надо вот эти секунды как-то где-то 29 бежать, где-то 28 бежать. В голове целая математика. Поэтому она очень быстро проходит. Бывает тяжело, когда тебе надо себя как-то мотивировать. Я вспоминаю про тренировки, которые я делала на тренировках. На самом деле, самое сложное в марафоне – это тренировки. Если ты хорошо пробежишь, тренировки хорошо сделаешь, отработаешь хорошо, тогда в марафоне тебе легче будет. Вот так. Но тоже надо не перебегать. Бывает так, чувствуешь форму и начинаешь гоняться, а потом приходишь на старт пустая, такое тоже может быть. Надо всегда с головой быть, баланс держать везде. Я думаю, что там сейчас якутские болельщики просто разрывают трибуны настолько, насколько это возможно. И вот Сардана заносит совершенно дикий результат. 2:27. Да, это будет лучший результат сезона в стране. И Сардана... 27:08. Обалдеть. Это просто нечто. Это просто нечто. Очень тяжело мне давался. Чисто на якутском характере, наверное, я на зубах выиграла этот марафон, поэтому он для меня очень ценный. Марафоны мама не смотрит полностью. Она волнуется и начинает по дому убежать, стирать. Последний это марафон В Белгороде. В Белгороде было. Я там целый час ходила. Беговой дорожке? Беговой дорожке. Я волновалась просто. Лишь бы она не отступила, не ушла, не осталась, чтоб не вышла из строя. Мама летом ездит со мной на сборы, меня кормит, поет на трассе, воду выносит, стоит, охраняет мои вещи, когда я бегаю. Вот такая помощница. С подружкой смеемся. Самая тяжелая профессия – это что? Спорт. Мы будем этим заниматься. А потом, что в спорте самое тяжелое? Легкая атлетика. Да, мы выберем легкую атлетику. А что в легкой атлетике самое тяжелое? Марафон. Мы будем марафонцами. Вот так у нас выбор произошел, что ли. Вот так смеемся. Но марафон – это тяжелое. Наверное, самый тяжелый вид спорта. Для меня. Не знаю, другим видом не занималась. Да, тяжело. С каждым годом тяжелее бывает, потому что не успеваешь восстанавливаться иногда. И каждым годом жизненных этих проблем больше же все равно. У тебя потребности увеличиваются, вообще жизнь меняется. И каждый раз тебе надо перестраиваться к этому. Сейчас я отдыхаю после старта, только втягиваюсь в тренировки. А когда основные тренировки, если летом мы тренируемся в 8 часов утра.
Я встаю в 6:30, завтракаю, потом вот завтрака у меня 1,5 часа должно пройти, потом иду на тренировку, перехожу, восстановительные процедуры обязательно делаю, чуть-чуть поспала и на вторую тренировку побежала. После второй тренировки обязательно массаж, это восстановление обязательное тоже. И все, день заканчивается. На следующий день сосредоточена на восстановлении после вчерашней нагрузки. У нас бывает такой день, как бы не ударные тренировки, не сильные, но такие тяжелые, но чуть-чуть помягче. И вот у меня цель дожить до следующих работ, ударных тренировок. Ну, вот так каждый день так. Мне нравится бегать. Как-то легкая атлетика для меня это свобода. Хочешь на улице бегай, бегай. Хочешь в зале бегать, бегай. Ну, вот такое. Для меня это свобода. Ну давайте, девочки, с Богом. Погнали, как говорится, Константин, да? Я думала, уйти от спорта, потому что у меня со здоровьем проблемы были, и я думаю, этот спорт меня не прокормит, надо чем-то заниматься. У меня не было там зарплаты, я нигде не работала. Я такая думаю, надо закончить с этим спортом и пойти работать. Я начала искать работу, потом не смогла я бросить спорт, потому что, когда это твое, она тебя не отпускает. Вот. И мы позвонили с Надеждой Татьяне Жирковой и говорим, вот так-то, так-то, я хочу тренироваться, можешь ли ты нас взять и потренировать? Она сказала, сначала сдавайте анализы, здоровье проверьте, потом поговорим. И оказывается, в то время, вот тогда, она думала про тренерство, профессию тренера думала. И мы позвонили ей как раз. Но она не решалась на это. Это же тоже так, типа резко вот так вот тренером работать. Вот. Потом я опять звонила, говорила, Татьяна Юрьевна, возьмете меня? Она сказала, я подумаю. Потом вы подумали. Вот так было. Месяц, наверное, мы терроризировали ее, но потом она сказала, да, я буду вас тренировать, соберу группу марафонцев, и мы начали у нее тренироваться. И прямо у меня такое было, второе дыхание, что ли, было, когда я пришла к ним. Мы на всех тренировках с Надеждой начали устанавливать свои личные рекорды. На 10 километров, на 15 километров. У нас как-то очень большой азарт и интерес был. И вот мы вот так, с таким азартом начали очень хорошо работать. Все, звезды сошлись, можно так сказать. Ага. И как интересы, и как цели сошлись, получается. Я даже перестала искать работу, я стала уже как-то, профессию выбрала спортом. Тоже этот момент для меня был непростым, потому что была возможность устроиться в хорошую работу, и вторая чаша – это спорт. Я начинаю у Татьяны Юрьевны заниматься и начинаю свои цели достигать. А тут стабильная работа. Я думала, что делать, потому что совмещать ее никак не было. Вот. Я позвонила дяде, я спросила у дяди, что мне делать, работать или тренироваться. Он мне сказал одну фразу, я приняла решение. Он сказал, работать всю жизнь будешь. А пока есть возможность бегать, бегай. Я такая, ура! Это очень хороший результат. Сардана не просто выполнила, вот ее тренер, она с ней обнимается. Да, главное, не забудь выключить, да. Обалдеть. Вот это один из главных якутских фанатов сейчас был. Да, флаг Якутии сразу, да, мы уже говорили о том, тренер, да, Сардана здесь с ней же. Эти девочки работают давно вместе, да, работают очень здорово. Мы с Татьяной Юрьевной работаем с 2013 года, сразу нашли общий язык, общее движение, и как-то до сих пор работаем. Мы понимаем друг друга с полуслов. Я работу делаю, тренировку, сразу ей звоню. Вот прибежала, сразу первый звонок это тренеру. Я даже не переоделась. Стою, звоню, и она по первому алло понимает, как я работу сделала. Она, алло, говорю, она так, ты не сделала работу? Не сделала, вот как-то вот так. Что случилось? Сразу вот так. Если я алло говорю, не знаю, как я это говорю, она говорит, я поняла, что ты уже хорошо сделала. Как-то так. Уже понимаем друг друга. Вот я бегу, например, смотрю на нее,
Она может на меня как-то смотреть, и я понимаю, что она хочет сказать. Быстрее бежать, придерживать себя или осторожно бежать. Ну, как-то так. Уже это без слов. Ну, 10 лет это очень много. Все знают Татьяну Юрьевну в Якутии. Я вот собирала про нее статьи. У меня была шкатулка маленькая, про которую никто не знал, и я там собирала статьи, ну, фотографии из газет. Там. Она была тоже моим кумиром. Я только-только переехала в город Якутск тренироваться. И начали шептаться дети. Ну, я в ДЮСШ училась, шептаться дети. Я не понимаю, что это. Оказывается, Жиркова пришла на тренировки. И такие, Татьяна Жиркова, типа, вот так вот учиться. И вот она такая мощная пошла бегать. Я на нее смотрю, типа, вот так вот. Ну, я с ней не поздоровалась, постеснялась. Такая она для меня значимая была. Вот. Ну, она сразу пошла бегать, и мы там смотрели, растягивались. Вот тогда я даже не думала, что я могу у нее тренироваться когда-то. Потом было время, когда мы стали соперницами. Ну, были эти манчары игры, всякие спартакиады, и да, такое тоже было. Ну, на последнем старте она сразу после Комроса приехала. Ну, это понятно же, что она вот 89 километров и 3 километра совсем разные дистанции. А я готовилась к 3 километра, и я выиграла. Вот. Она 4-я стала. Надежда Буд тоже, вместе тренируемся сейчас. Она 3-я была, 1-я Леонтьева была. Потом трудом пришли все награды. Поэтому все они хорошего не стоят там. Медали там столько. Один человек, наверное, не будет носить. Я жалею, что бабушка до этого не дожила. А я начала показывать результаты с 2013 года. Как начала работать с Татьяной Юрьевной. Ну, думаю, что она видит уже. Я бы хотела к ней приехать и вот показать, как раньше. Ну, раньше такие республиканские старты выигрывала, привозила ей медали, и она там бежала, подправляла. Вот. А хотела бы сейчас такие хорошие медали показать ей. Вот она для меня была тоже самым важным человеком, и вот она меня тоже сильно мотивировала. Бабушка всегда говорила, что я стану бегуней, как будто знала. Но она всегда говорила: береги свои ноги, они тебя кормят. И у нас даже в доме были правила, ну, с сестрой деремся, а меня нельзя было ударить по ногам. Вот, у меня нельзя было ударить, трогать мои ноги. Когда она ударяла, я бежала к бабушке, жаловалась: бабушка, она меня бьет по ногам. Вот, она ругала сестру: почему ты трогаешь ноги, они же должны бежать быстро. Вот. Она делала масло из сметаны, и вот масло вылетает же, да, сметана на пол вылетает. Она брала вот это масло и звала, где бы я ни была, звала меня и мазала мои ноги. Она говорила: надо вот, типа, ноги беречь, типа, я тебе маслом, потому что они у тебя бегучие. И у меня есть родинки на пятках, в обоих ногах, и она говорила, что это знаки от богов, и я, наверное, в это очень сильно верила и стала бегуней. Я сама люблю спорт, ну, меня интересовало тоже бег. Дети, когда маленькие были девочки, часто болели, поэтому мы стали заниматься спортом. Ну, обливанием сначала было водой. Ну, то, что в газетах читали, все использовали, попробовали. Босиком они лето все время пошли провели, чтобы энергию взять от земли, тоже было такое. Вообще я любила физкультуру, и все соревнования мы никогда не пропускали в деревне. И были соревнования Хабучарова. Каждое лето у нас в деревне проводил, он бегал. Он спортсмен, ветеран-спортсмен по бегу. Да, он устраивал турниры, где подарки делал. Я там участвовала, не всегда выигрывала, потому что мы чуть-чуть пошли в 6 лет в школу, а одноклассницы в 7 лет пошли. Вот. Я проигрывалась, ну, там, девочкам. Вот. Но я старалась, очень сильно хотела выиграть. И вот я начала заниматься бегом с мамой вместе. Ну, с мамой рано просыпались и бегали вокруг озера, там, до школы. И в школе нам даже давали ключи от спортзала. И мы ходили там пресс качать, ФП делать. Вот.
потом даем ключи обратно охраннику и возвращаемся домой, там обтирание, все такое. И я в школу ходила, мама в коровнику ходила. Вот. Потом на работу. И вот так мы все вместе начали, потом что-то сестра перестала ходить. И вот у меня появился очень большой интерес к спорту. Я стала участвовать на этих улусных, в команде Тамалакана ездила на старты, получается. И дома меня все поддерживали. У нас с дядей даже спорт был. Если я не выйду на тренировку утром, да, там тренировка по огороду бегаешь, чуть-чуть круги мотаешь. И он делал мне, если я не выходила, ленилась, он делал мне шелбан в лоб. Вот. А если я выходила, я побегаю, я делаю ему шелбан в лоб. Ну, типа, у нас такой спорт был. Вот. И я часто ходила с красным лбом. Вот так вот я начала увлекаться спортом. А в 9 классе я переехала жить в Верхневилюйский центр. У меня там тренер был, а в деревне же тренера никого не было, я сама же с мамой занимались. А там тренер был Геннадий Алексеевич, он увидел меня, сказал, что я способна, я переехала в этот районный центр и стала там заниматься в школе. Вот. Но я очень скучала по дому, и в половине четверти, после второй четверти я обратно переехала в Тамалакан, потому что очень скучала по бабушке, по маме, по родным, по одноклассникам. Вот. А потом как настроилась и в 10 классе уговорила маму отправить меня в город Якутск, в ДЮСШ. ДЮСШ 5 и школа-интернат, вот, и я там училась и жила там. И через дорогу в школу ходила, училась. Закончила 17-ю школу. И я ее отпустила, хотела, чтобы они исполнили своих мечтах, поэтому я всех отправляла. Даже сын тоже после 9 класса переехал сюда учиться. В школе Шамаева. Ну, конечно, переживала немножко, когда отпускала. Даже не спала ночью, когда им трудно и было. Они же иногда звонят, то это и нет, то это, ну, кушать еще ничего нет, спать нигде. Ну, что мне делать? Летать не могу до Якутска. Поэтому я верила, ну, им самим верила. Ну, они найдут все время выход. Есть выход всегда. Надо найти только эту дорогу. И все будет хорошо. Мама всегда найдет выход. Она всегда находит выход. Вот, наверное, вот это качество мамина мне очень нравится, и я стараюсь что-то у нее брать. Нам все нравилось это. У нас была цель какая-то, и мы туда шли. Родители поддержали. Но бывало трудно, но мы знали, куда идем. Вот так можно сказать. У меня раньше была мечта – это участвовать в Дети Азии. Вот. И ради этой мечты я, получается, отлучилась от родителей, переехала в город, тренировалась. У нас тренировки в интернате были в 6 часов утра, первые тренировки. Потом мы ходили в школу. После школы с 4 уже вторая тренировка, основная тренировка была. И очень долго эта тренировка проводилась, потому что дети были, и надо было много чем, ну, вот, в детском возрасте, там, растягивание, вот этого особенно уделить внимание. Ну вот ради цели, ради определенной мечты мы вот, все вот так старались. Спорт – это всегда тяжелый труд, ориентированный на результат. Спорт – это и огромная самоотдача, где основными критериями являются упорство и целеустремленность. И, конечно, это всегда большая жертва. Кроме того, что Сардане ради спорта пришлось покинуть отчий дом, больше всего она переживала из-за разлуки с сестрой-двойняшкой. Мы с сестрой разлучились еще вот, когда в 9 классе начали вот так разлучаться. Мы очень по-разному переживали это. Я тут, как это, не знаю, ну, город, получается, настоящая жизнь, а я же там как под куполом была, под крыльем родителей. Вот. А сестра там тоже в деревне, она скучала, и вот разрыв мы как по-своему переживали тоже. Ну, вот такое время было. Мы очень скучали по друг другу. Ну, то, что мы же все время вместе ходили, в школу вместе ходили, в школе ходили, дома. Ну, часто дрались, ругались, но все равно скучали друг другу. У нее еще какой-то шрифт был? У нас свой, свой алфавит был. Мы могли вот, типа, глазами разговаривать. Понимали друг друга, мы писали друг другу письма. Я скучала, очень нуждалась в общении с ней. У нас же
тоже говорю, мы могли друг друга понимать без слов. Вот этого не хватало, что у меня рядом нет человека, который мог бы меня понять просто по глазам. Были такие ситуации, когда вот выбирали одну и ту же одежду, ну, цвет, там, ровно такую же одежду. Даже сейчас до сих пор есть такие совпадения, что я хожу, покупаю там себе что-нибудь, и оказывается, она тоже себе заказала такое же. Пижамки там вот недавно покупали, духи мы выбираем. Ну, кто-то пробник взял, а кто-то большие духи взял. Ну, вот, типа, одинаково все нравится. Такие есть. Бывало, кто-то болеет, и кто-то там тоже болеет в одно время. Такое бывает. Синхронизации бывают. Жизнь двойняшек была насыщенной. Помимо схожих поступков и действий, славились девчонки и своими проказами. Приезжали же концертами раньше в клубы, и мы платили один билет и ходили по одному билету. Там не узнавали. Ну, даже иногда сейчас тоже путают. Ну, говорят это. Кто не знает, что у меня, например, сестра-близнец есть. Светлана когда-то в школе начала заниматься тоже легкой атлетикой. И приходила в зал тренироваться, а там же все мои друзья, там знакомые, и все думали, что это я бегаю. И там бывало, что дергали, там шутили, и она не понимала. Ну, мы-то знали, что нас могут путать. Вот, и мы пытались там объяснить, я не Сардалана, и там, я не Сардана, вот такое. Бывало так, что нам выдают же сборную форму, вот, российскую, там, а я не люблю носить ее, потому что, ну, очень много внимания людей в Якутске, поэтому я раздаю им, сестре дала, там, кому-то раздала. И вот она села в маршрутку, там, говорит, все на меня смотрят. Типа, она вышла в магазин, там, что-то покупает, а там продавщица, а я тебе ее даю, типа, вот, бери, просто дарю. Так. Ну, такие моменты тоже были, путали и поздравляли ее там на улице, там, узнавались, пытались фоткаться. Такое тоже было. Когда маленькие, очень были похожи. Да. Ну и сейчас еще стали немножко похожи, да? У меня голова меньше стала, у нее чуть-чуть больше стала. Она чуть-чуть набрала, и все говорят, что мы очень похожи стали сейчас. Мы сами с сестрой родились в Усмайском районе, поселок Солнечный. По распределению меня отправили в Усмайскую, в поселок Бриндаки. И там поработали, потом Солнечная переехала. Там родились дочки. Усмая хорошие врачи были, они сразу знали, что их двое. Сердцебиение двое живут. В роддоме лежали почти 2,5 месяца. У старшей дочки вес не добрала, поэтому долго лежали. Мне там усмайские квартиры подарили, однокомнатную, благоустроенную. Поэтому вышли сразу на квартиру. Там якутов мало было, а мы все вместе собирались все время, друзьями были, они все помогали мне. Муж старателем был, потом он раньше умер, после рождения сына. Поэтому так росли без отца. И я не вышла замуж потом. Ну, все, работа, дети. Но иногда думала, что чужой мужик будет обижать моих детей, это уже выше моих сил. Я люблю своих детей. Никого не отдам обижать. Поэтому уехали домой в Верхнеуз. Мама, родители родом с Верхнеуз, село Тамалкан. Я помню, как все детство я проводила в село Тамалкан. Вся моя школьная жизнь там прошла. Старший брат мамы, Игнатий, он воспитывал нас, он заменил нас отца, потому что в детстве жил с нами. И вот я ему очень благодарна, то, что у меня не было такого, что я нуждаюсь в отцовском внимании. Он все это нам дал, поэтому я очень благодарна ему. Дедушка очень расстраивался, что у него мало внуков. И вдруг в декабре, родился внук, Ваня, старший внук, получается. В ноябре. А потом родились у нас двоюродные братья, тоже близнецы.
Александр и Павел, они вдвоем родились. Дедушка очень рад был. А потом в марте мы с сестрой родились. И получается, за короткое время у него 5 внуков резко, 6 стало внуков. Вот бабушка рассказывала, что он очень счастлив был. Отец у меня это очень хороший человек был. Он директором клуба работал, управляющим отделением был. Он за дело общественности очень хорошо работал. И даже сейчас уважают его, помнят его. И дома у нас, раньше телевизора не было у нас, поэтому мы в доме все время играли настольные игры. Каблы, камыска, шашки, карты играли, даже теннис играли. У нас большой стол был, там поместились нас сколько, 12 человек в семье было. Летом боролись они даже во дворе якутских игр Капсагай. И вместе все работали даже. Не считая девочек и мальчиков, все равно, все одинаково работали. Отец учил во всем. Отец мягкий был. Но он все время в общественной работе был. Организовал все это, гастроли, дома почти не бывал. И он везде работал, свинопасом был, трактористом был. Хороший работник, сказали. Но он добрый человек был. У нас это предок Эльтахет называется. Он был богатым человеком. У них 7 сыновей было. Много родственников у нас там, поэтому мы, как называемся, Эльтахет, наш предок. С моей мамой родился старший брат Афанасий Игнатьевич Федоров, писатель якутский знаменитый. Он был репрессирован во время Сталина, потом он вышел из репрессии, и очень из-за этого он болел и в молодости умер. Я очень гордилась тем, что старший брат бабушки, вот такой известный писатель. Наша школа названа именем Афанасия Игнатьевича Федорова. Вот. И я выросла, гордясь этим, что я предок такого именитого человека. У нас было 8 человек, 5 старших братьев, и у меня старшая сестра была, но она в молодости, когда ей 20 лет было, то умерла она. И младшая у меня есть сестра сейчас, в Хатасе живет, артистка Хатасского театра. Она несколько кино даже играла, роли у нее были. Степанова Евдокия. И сейчас у меня 4 братья, 1 старший умер, 4 старших братья у меня есть. И у них дети, там внуки уже. Большая семья. Мы часто встречаемся, собираемся. А мама у меня была до пенсии, работала завхозом детского сада. Она за ее честность и за преданность за работу и наградила даже золотой сережкой на работе. Она такая порядочная женщина была, командирша. Братья ее назвали генералом, потому что все слушали ее. У нас вот строгая бабушка была. Мама, она добрый полицейский был. А бабушка строгий полицейский был. И у нас было такое, когда мы отпрашивались у родителей там пойти поиграть, мы сначала спрашивали у мамы: мама, бабушка разрешила нам идти гулять, можно нам гулять? А бабушка еще не разрешала. Вот, потом подходим к бабушке, и бабушка, мама разрешила нам пойти гулять. Разрешишь ли? Вот так вот. А бабушка строгая у нас. Она очень строгая и справедливая была, все по делу. Не было такого, что мы там получали просто так, а все по делу было. Воспитание строгое было. Моя мама очень умная. Не знаю почему, но советы пришли. Бабушка, некоторые наши землячки, соседки, подружки приходили к ней советоваться, как детей со своими разбираться, или как с этими покупками, или что-то там. У бабушки всегда были ответы на все вопросы. Она всегда отвечала. И как она отвечала с юмором, да? Иногда. Вот. Какой-то с иронией, что ли, такое. С сарказмом иногда отвечала. Она очень умная была. Вот. А мама мягкая такая. Мама всегда простит.
Мама, все, это можно так. Ну, мама давала нам свободу выбора. Мы все разные втроем. У нас нет строгих таких этих рамок в семье. Ну, у нас свобода выбора в профессии. У нас у всех разные интересы были. Вот. И я увлеклась спортом, маму тоже поддержала и отправила. Но сейчас я понимаю, что это очень смело. Многие родители же боятся за детей и начинают это контролировать. У нас не так было. Я знаю, чем она жертвовала. Я хочу возвращать ей все. Мама мне оплачивала сборы, брала кредиты и отправляла меня на сборы. Ну, вот такое. Ну, где-то спорт, Министерство спорта помогало, где-то это. Ну, большинство мама помогала. Мама деньги отправляла. Я очень сильно экономила. Тогда это молоко сдавали, коровы. Деньги обычно не сразу давали. Скопилось, и это, когда появилось, я кредит закрывала. Потом сын где-то учится уже, ему тоже деньги, старшая дочка учится сразу за кредит, а это закрыть надо, чтобы другой кредит я брала, вот так жила. Я еще маленькая была. тоже, работала, подрабатывала. Я даже работала посудомойщицей, тренировалась тоже. Подработки, тренировки. Потом я устроилась в ДЮСШ номер 1 тренером. Мне помог Павел Васильевич, директор ДЮСШ. Он сказал, если хочешь на сборы, я тебя отпущу. И вот так вот, не как сейчас сборы, я почти целый год на сборах. Тогда у меня была возможность 2 раза в год слетать на сборы. Вот. Работу для меня держали. Мне нравится тренерская деятельность, особенно с детьми работать люблю. Я закончила физкультурный, магистратуру закончила в Черепчинском институте физкультуры. Вот. Сейчас спортсмен-инструктор, такая вот профессия у меня. Сестра, она закончила педагогический институт. Она сейчас работает воспитательницей в детском саду. У нее 2 сыновей. Старшему 8 лет и младшему 4 года. Сын Сахамин. Продюсер, режиссером работает. Он режиссирует короткометражные фильмы, а так он, основная профессия у него как продюсирование. Вот. И у него есть несколько проектов, которые хорошо сейчас выходят. Документалист или как. Да, ему нравится очень. А на самом деле он учился в Московской БАМ, он закончил магистратуру. Инженер техбезопасности у него, но он этой профессией не работал. Мария Ивановна всем своим детям дала право выбора профессии. В ее же случае все было совсем по-другому. Я после 8 класса хотела поступить в Вилюйское педучилище. Я хорошо училась, хорошистка была. Но отец не отпускал, сказал, что я маленькая. Но после смерти сестры он оберегал, наверное. Хотела поступить в ЕГУ на якутский, учителем якутского языка хотела стать, но не поступила, экзамен не прошла, но одна родственница взяла без моего согласия, взяла мои документы и там сдала киномеханику. Ну, по воле судьбы, наверное, стала киномехаником. Потом переехала, там работы уже не было, распад Союза был, и все, закрывались киносети и все. Ну, везде работала. В детсаде воспитателем даже была, в клубе худругом была, в школе совхозом была. Потом меня это заметила за мое старание, может, за общественность тоже. Зоя Ивановна Федорова у нас главой работала. Снега. Раньше учительницы у меня была. И заметила меня и взяла ведущим специалистом администрации. Я работала в администрации почти с утра до вечера. За ними ухаживала, смотрела моя мама. У нее это правило было, когда ребенок кушает, нельзя ее ругать. Пусть кушает, пусть сытым будет. Иначе голодный ребенок, у нее ум не воспринимает хорошие. Или перед сном тоже, если ругаемся, но надо обязательно мириться, обязательно. Целовались. Целовались. С этими держим и мечтаем.
рассуждаем, лежим, что это надо, вот это надо. Так и они выросли. Теперь сейчас стараюсь, чтобы мама всегда радовалась, была здоровой и всегда улыбалась. Как дочь сегодня трепетно и нежно отзывается о маме, так и мама не просто любит дочку, но и объективно дает ей свою оценку. Трудолюбивая она, не боится трудностей. То, что она иногда капризная, тоже мне нравится, когда капризная. Но девушка должна быть капризной. Она жизнерадостная. И очень добрая. Кошек, собачек все время любит. Собирает, да? Собирает. Вот эта кошка наша, нашли. На улице. На улице нашли. Вот теперь вот королева, вот эта, которая... Мама для меня солнце, источник жизни. Они сейчас балуют меня. Беговой дорожкой подарили, велотренажер подарили, ну вот все. Велосипед. Последний раз вот велосипед дали. Ну, мы стараемся, чтобы мама была здоровой. Для нас это самое главное. Движение – это жизнь, надо двигаться. Ну, мама спортом занимается. Она ходит скандинавской ходьбой, плавает, бегает, участвует в марафонах. Ну, 10-5 километров бегает. И, ну, вообще много стартов у нее, больше, чем у меня за год, наверное. Как бы хобби, как будто стало. Они ходят в походы, и какие-то дистанции преодолевают. Ну, все время это на природе, а я люблю ходить в природу, ну, гулять. Поэтому мне очень нравится это скандинавская ходьба. Ну, здоровье поправляется даже. Мама для меня спасательный круг. Она всегда меня спасала, и в детстве. Мама всегда рядом. Когда я чувствую, что человек тебя поддерживает, это придает больше силы. Каким сегодня является человек, во многом считается результатом долгой и кропотливой работы родителей, особенно матерей. Если мать и дитя находятся еще и на одной волне, как в нашем сегодняшнем случае, то это просто подарок небесных сил в лице ангелов. Ну а если вы не верите в ангелов, просто посмотрите в глаза своей мамы.